Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Прямо сейчас, в эту самую минуту, кто думает и вспоминает вас? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Итак, мои милые, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. В эту минуту не просто о вас думают, тут о вас говорят. Говорят мужчина с женщиной, и они говорят на повышенных тонах, они буквально ругаются из-за вас. Мужчина вас защищает, а женщина как будто бы на вас нападает. Ссора. Сейчас происходит ссора из-за вас. Вот, между мужчиной и женщиной. Возможно, вот если вы замужем, то, скорее всего, допустим, это ваш муж, который может общаться с мамой там, по телефону, либо лично там где-то рядом с ней быть. Может быть, это ваш бывший и его там, пассия, допустим, да, в сегодняшнем дне. Но какая-то ссора происходит. Может, парень ваш, да, там, со своей бывшей, либо с мамой ссорятся из-за вас. Женщина вас в чем-то обвиняет, либо подозревает, либо, какие-то, вот знаете, гадости про вас говорит. А мужчина такой: нет, и все, не смей так говорить. Он заступается за вас. Он, буквально ваш этот рыцарь, да, без страха и укора, который готов за вас, я не знаю, там, порвать, любого порвать на британский флаг. Да, происходит ссора. И еще я вам так скажу, вот эта женщина, она явно перегибает палку в отношении вас, она вот беспощадно как-то врет, лжет, да, и у мужчины на нее прям глаза открываются, глаза такие огромные, вот прям на выкате, да. Он видит, какая она мерзкая, он видит, какая она грязная, он видит, какая у нее душа подлая, то есть понимает, что она выдумывает, понимает, что она специально вот гадостью вас обкидывает, какашками обкидывает. И он такой думает: господи, как так, да? Как я раньше этого не видел? Это же не женщина, это исчадие ада, это же, не знаю, пособница сатаны. Вот как-то он прям такие мысли у него негативные. И еще вот ему очень хочется ее прям ударить. Вот как ударить хочу, чтобы заткнулась, чтобы перестала вот эту всю дичь, ересь не говорить, да, вот как-то так у него такая реакция. Может, он даже ее и ударит. Конечно, даже плохих женщин бить нельзя, вообще никого нельзя бить, но, тем не менее, очень накаленная обстановка. И эти люди, они буквально, по-живому разрываются, да, вот связь между ними, она разрывается именно сейчас. Вот как бы как крайняя ссора, да, после этой ссоры они либо перестанут общаться, по крайней мере, для мужчины все будет понятно, что эта женщина, она лютый враг вам и ему, потому что он вас любит, а она против вас, да, она делает все, чтобы вас разлучить. Вот и все, мои хорошие, вот как мы их застали с вами. Застали. Вы узнаете про эту ссору. Мужчина вам, может быть, не все расскажет, общими фразами, либо просто скажет, что поссорились, но там все очень жестко происходит, очень жестко, сильно жестко. Кстати, если у вас есть поклонник женатый, вот, скорее всего, с женой тоже может очень сильно ругаться, ругаются они из-за вас. Скорее всего, ваш этот поклонник решил выбрать вас и, наверное, собирает вещи, чтобы к вам уйти. А это его пассия, да, жена, она прям бесится. Она говорит, что вы там такая, сякая со всеми. И что, там, не знаю, деньги вам его нужны. Либо там имущество. И он ей такой: закрой рот, не смей вообще упоминать ее имя, ты в подметке не годишься. Да, вот такое прям жесткое что-то идет. Противостояние очень лютое тут развернулось. А в женщину действительно как будто бы бес вселился. Знаете, еще что скажу? Эта женщина, она сейчас теряет свое лицо в глазах этого мужчины. Это раз. И второй момент. Вы, может, об этом и не догадываетесь, но именно сейчас момент победы, вашей победы. То есть вы ничего не делали, вы занимали очень грамотную позицию, вы с ней не вступали в конфликты,
Вы никак не обращали внимания на ее там злобные выпады, вы сохраняли свой суверенитет. Да? А она вот этой грязью, она сама себя топит, она сама себя ранит, она вам буквально сама проигрывает. Вот и все. В глазах мужчины она превращается в грязь. А вы наоборот, в глазах мужчины растете. Но опять же, он вас любит. И, может, он и хотел с ней сохранить хорошие отношения, но сейчас посмотрел и думает: господи, нет, никогда и ни за что. С такой бесовской бабой, да, не хочу даже не то чтобы общаться, на одной планете жить, да, у него такие прям мысли. Вот, ничего себе, мы попали с вами, да. Ну, что есть, то есть. Так, поднимаемся выше. Вот здесь высокий мужчина показан. Он либо очень высокого роста, такой прям великан, богатырь, баскетболист, да, в современных реалиях, либо этот мужчина занимает высокую должность, да, вот высоко сидит, важный человек. Этот мужчина думает о вас. У этого мужчины очень учащенно бьется сердце, когда он думает про вас. И вот как влюбился этот человек в вас. Девочки, хотите вы, не хотите, хотели, не хотели, делали, не делали, но, по-моему, влюбился. Влюбился, да. Очень учащенно бьется сердце. Хочу взять карты. Прям самой интересно стало. У этого мужчины какие-то возможности есть. Либо какая-то власть сконцентрирована. Вообще, смотрите, видите, над ним такой огромный дракон. Видите, вот он дракон, голова дракона, вот одно крыло, вот другое. Дракон сидит над ним. Либо он в год дракона родился, может быть, огненного знака зодиака, либо действительно какой-то крутой, важный мужик с должностью, с полномочиями, с деньгами, с властью. Какой-то непростой мне идет. Непростой. И у него такие, как сказать, нежные мысли о вас. Вот она, вы стоите, и перед его глазами стоите. И такая нежность к вам идет. И сердце очень сильно бьется, да, учащенно бьется. Какой-то влюбленный персонаж. Вы что делаете, девочки? Тут за вас ругаются. И там какой-то крутой мужик влюбился. Что это за мужчина такой? Ой, не знаете. Вы не знаете о его чувствах, о том, что он, да, он как к ребенку вам относится с особой нежностью. Скорее всего, он в мыслях вас девочкой называет. Вот моя девочка, моя милая девочка. Как-то так. Не, тут не про страсть, тут не про какие-то низменные потребности. Здесь про высшее, про духовное. Девочка, да, моя девочка. Вы как будто бы какой-то вот свет в оконце, да, лучик счастья, который в его эту темную жизнь ворвался. Он за вами следит, он наблюдает. У кого-то еще отыграется, что он вас либо тайно сфотографировал, либо он как-то тайно залез, подсматривая, да, в соцсетях за вами. Хорошо, а что может быть, получится что-то из этой влюбленности? Как этот мужчинка обнаружит себя? Будет ли он действовать? Будет ли он ухаживать за вами? Будет ли он как-то действовать, ухаживать, добиваться, например, вас? Какая-то у него работа вредная, либо опасная. Надо как имя иметь, репутацию. Какой-то, да, он казенный человек. Но опять же, казенный не значит, что он чиновник. Может быть, он как глава какой-то фирмы, организации. Девочка моя, что ж такое? Покажи. Либо женат, и надо блюсти свою эту репутацию, либо у кого-то отыграют, что очень серьезные намерения, такие, что вот готовы замуж позвать. Вот не успела договорить, а карты показали. Там либо конкурентка у вас такая мощная есть, которая уже давно на него глаз положила, либо он с какой-то женщиной живет, встречается. Слушайте, у него пока руки завязаны. Вот, руки завязаны, а может, он только недавно в вас влюбился и все еще впереди, а время уже покажет. Но у вас, понимаете, как статусы не равны. И
Почему-то мне идет картинка, что он прям какой-то очень крутой перец. Такой, знаете, чуть ли не небожитель. А вы, ну, обычная женщина, да? Ну, как все мы. Какое-то различие сильное. Что-то. Почему так идет, а? Да. Ух ты. Закрыта пока информация, мои хорошие, но действительно между вами большое различие. У вас вообще жизни и судьбы разные. Как так случилось, что он вас заметил и влюбился, я не знаю. Но раз такое вышло, значит, высшие силы что-то задумали. Извините, но вот информация закрыта. 3-й раз показали, что закрытая информация. Ну, дяденька, конечно, ну, под драконом, понимаете, как обычный человек, земной человек, под драконом не выйдет. Тут его прям сильно обозначили. Мало того, что с левой стороны, а левая сторона у нас самое такое неожиданное, да, сверхъестественное, так еще и смотрите, какой большой рисунок. Вот он сам сидит, о вас думает, сердце бьется, и вот дракон над ним. То ли у него какая-то особая судьба, то ли он как действительно какой-то сильнейший мира сего, либо должен им стать. Но да, он думает о вас, он влюблен в вас. Вот это вас угораздило. Но высшим виднее, да, высшим виднее. Пока информация закрыта, извините, но что вам открыли, то я вам и сказала. Дальше не пускают. Ладно. Просто наблюдайте. Кто чувствительный, вы поймете, кто этот человек. Где-то ж вы соприкасаетесь, где-то ж вы видитесь, да? Ну, как-то ж он вас увидел, влюбился. Я думаю, что вы приблизительно догадываетесь, о ком речь идет. Но опять же, статус этого дяденьки настолько высокий, что в это сложно поверить. Да, ну, дракон. Да, бывает. Ну, буду держать за вас кулачки. Возможно, что-то из этого выйдет. Да, будем надеяться. Главное, чтобы по любви, да? Главное, чтобы счастье было. Дальше, с правой стороны. Вот здесь женщина показана. Женщина, которая буквально вот сидит и думает, что можно сделать, что можно предпринять, чтобы, допустим, решить вашу проблему, либо как-то вам помочь, либо как-то поучаствовать в вашей жизни. Ну, буквально сидит и голову ломает. Да? Вот что я могу сделать, как мне поступить, куда пойти, с кем поговорить, переговорить, к кому подойти. Да, вот какие-то такие у нее мысли крутятся, роятся в голове. Эта женщина может быть вашей мамой, да, которая очень переживает за вас. Эта женщина может быть вашей подругой, которая действительно вас любит и которая действительно, ну, вошла в вашу ситуацию и хочет вам, ну, вот, правдами, неправдами помочь, вот как-то поучаствовать в вашей жизни, что-то хорошее сделать. Ну и у кого-то еще может отыграться, что это просто знакомая женщина, к которой вы обратились со своей проблемой, и она такая, блин, надо помочь, вот точно надо помочь, сердцем чувствую, надо помочь. Сидит и думает о вас. Мысли напряженные, пока ничего не придумала, но она такая, она активная, она деловая, и если она за что-то берется, доводит до ума. Есть у нее такой талант. Думает о вас, хорошо к вам относится, у кого-то с любовью отыграется, да, но если это ваша подруга, родственница, либо мама, но мысли у нее, да, очень такие прям напряженные, да, поиск, мозговой штурм происходит. Сама собой, конечно, но тем не менее думает о вас. Дальше, мои хорошие, тут к вам гости, кто-то собирается, причем человек с кем-то обсуждает, планирует вместе, вот они общались, либо там человек ему советы дал. Это кто-то из вашего глубокого, далекого прошлого. Человек, который в свое время очень как-то плохо себя вел, либо даже мог вас обидеть, ну, либо сам лишил себя возможности быть рядом с вами. У человека на новый месяц планы. Либо следующий месяц, либо когда новолуние придет. Хотя и то у нас в следующем месяце. Но если будете смотреть позже мою отсыпку, посмотрите, когда новый месяц начинается, в момент новолуния.
думает о том, что вы пошлете, думает, что не поймете, думает, что вы не примете, но с другой стороны не может отказаться от возможности попробовать. Знаете, человек прям уверен, что он обречен на провал, но он все равно решил попробовать, ну как, будь что будет. Да? Тут еще такой момент, что он очень сильно соскучился и очень хочет вас увидеть. Там, посмотреть в ваши глаза, там, постоять с вами рядом. Какие-то такие у него еще мысли. Плюс у него какие-то дела будут там, где вы живете. Либо в том городе, где вы живете, либо даже в том районе, где вы живете. Но вот он думает, что вот два в одном. То есть, ну, я уверен, что она меня пошлет, но зато я не просто так покатался, да, я еще какие-то там дела поделал, дела порешал. Ему тут кучу советов надавали, и он эти советы буквально примеряет как одежду на вас. Ну и смотрит, как оно идет, не идет, ложится, не ложится, сидит, не сидит. Вообще у человека нечем заняться. Человек нисколько не поменялся. Вот каким он был, таким он и остался. Мало того, какие-то его негативные черты еще больше с возрастом усилились. Да? То есть не работал над собой, наоборот, в разгул ушел, еще больше испортился, и вот он надеется с таким вот бэкграундом вернуться в вашу жизнь. Ну да, в принципе, не дурачок, он догадывается, что вы не примете, и он прям на 90% уверен, что вы его пошлете, но все равно как бы хочет испытать свою удачу. Почему-то этот мужчина всегда считал себя везучим, но если просмотреть его историю жизни, скорее всего, ровно наоборот. Он абсолютно невезучий, какой-то вообще безумный, полоумный человек. Да, он очень часто встревает в проблемы, потому что голова не на том месте у него расположена, как надо, как у других людей находится. А то, что иногда ему это с рук спускается, ну так потому что, наверное, люди просто в шоке от этого человека, и они не знают, как на него реагировать. А он считает, что ему в жизни везет. Почему-то прям уверен, что да, я везучий, и надо попробовать. Как в себе уверенный, вот, в себе уверенный человек. Так что, девочки, у вас еще вот сюрприз из прошлого на пороге, буквально на пороге, да, уже вещички собирает, чемоданчик приготовил. Персонаж изобретательный, и вот может что-то такое выкинуть, что вы потом еще долго будете разгребать и вспоминать. Это я вас заранее предупреждаю. Хочет свалиться, как снег на голову, так, чтобы вы не успели ничего предпринять. Вот. И даже, знаете, может такой человек что-то придумать, спровоцировать, да, ну, типа оправдать свое появление. Не знаю, мне не очень нравится, но я вас предупредила, а там уж сами смотрите. Повлиять вы не можете. Но вот без царя в голове человек, повлиять на него, наверное, уже никто не может. Ни черт, ни бог, если честно. Я не знаю, как он дожил до своего возраста. Какой-то немножко, знаете, как не от мира сего, неприкаянный. Ну, что есть, то есть, да. Так, мои хорошие, ну, я вас предупредила. То, что вижу, описала, а вы уж там смотрите, берегите себя. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.